Здравствуйте, интервью на БСТ, в студии Алия Тагирова. Известные музыканты рок-группы Башкортостана готовят масштабный концерт. Дервиш Рухы в нашей студии Фанис Шарипов, руководитель рок-группы «Проект 102». Фанис, здравствуйте. Ваша группа тоже участники этого мероприятия. Расскажите, пожалуйста, какую программу готовите? Мы программу готовим из 3 песен, 2 своих и одна песня группы Дервиш Хан, в честь которой проводится это мероприятие. Дервиш Хан вообще как-то повлиял на ваше творчество, на то, как вы начинали? Честно говоря, нет. Я слушал совсем другую музыку. Какую? Рок. Башкирский рок меня привел совсем другой человек. Я сидел, никому не мешал дома. Писал свою музыку, которая мне нравится. Тут мне написал человек по имени Артур Кабиров, предложил мне записать для него пару треков, сделать аранжировку на его песни. И что-то как-то меня втянуло в башкирский рок. Самое по-башкирски я не понимаю. Я уже здесь 10 лет занимаюсь башкирским роком. Большой состав? Да, небольшой, 5 человек. У нас все это костяк. Все, кто пришел с самого начала и до сих пор меня поддерживают. Вы занимаетесь, то есть музыка — это не профессиональное занятие? Нет, конечно. Каждый из нас работает на обычной работе. Кто-то из нас пекет хлеб, кто-то делает холодильники, кто-то работает на стройке. А музыка для души? Да, соответственно, да, для Где души. вы базируетесь? Вообще, как организованы ваши репетиции, встречи, общение? Мы встречаемся на реп-базах. Это арендованные помещения для, репетиций. И так, на концертах. Друг к другу мы редко ходим в гости, потому что, времени нет на это. И, в общем, мы встречаемся только на занятии группы. Рок — это живая музыка. Кто Безответственно. пишет для вас? Для нас пишут, вокалистка у нас, на вокале у нас Минзаля Яхина. Угу. Она часто пишет, и мы обращаемся к другим исполнителям, поэтам и вообще текстовикам. Легко найти сегодня тех людей, кто близок по душе, чьи слова, допустим, вам проще всего исполнять? Мы ориентируемся на то, чтобы это был, если это башкирский язык, он должен быть очень качественным. Дилетантов мы не терпим. Текст на башкирском языке, чтобы он был, на качественном башкирском, литературном, хорошем. С такими людьми мы бы с удовольствием поработали. А сегодня кого вы слушаете из коллег? Из коллег? Кто нравится? Гизма хорошо играет. Ребята из Бу-Риляр тоже хорошо звучат, качественно. Есть у нас ребята достойные, которые хорошо звучат и хорошо играют. А для вас это мероприятие, это что? Мне кажется, это возможность не только выступить, показать себя, рассказать о себе, но это такое общение еще. Да, хотелось бы увидеть, встретиться с ребятами, пообщаться. Просто мы не всегда встречаемся. И, заявить о себе и почтить память ребят, которые, делали изначально свой вклад в развитие башкирского рока. А башкирский рок — это что? Это башкирский о рок, чем? это... возьмем группу Scorpions. Вроде она немецкая группа, а поет на английском. Не всякий знает, что это немецкая группа. Все думают, что это английская просто. Я думаю, что нет. Башкирский рок — это неправильное немного определение. Рок он может быть на любом языке. Просто, если это этно-рок башкирский, уже можно применить название, определение. Просто, если это рок на башкирском языке, это просто может быть обычный рок, как хэви-метал, хард-рок, как альтернатива.
Я вот так и думаю. А что касается вообще вашей команды, для чего ребята приходят играть? Ну, как сказать, для чего? Это способ самовыражения, это способ вам вместе собраться вокруг музыки? Да, как бы это да, самовыражение, делать то, что тебе нравится, по идее. Если говорить чисто о тех людях, которые со мной, я им просто благодарен за то время, которое мне уделяют. Как бы я не знаю, что ими движет, как бы, но они меня поддерживают уже столько лет. Они мне поверили когда-то, они со мной. Я ведь могу их назвать, да? Конечно. Да, это у нас... на вокале у нас Минзаля Яхина, Минзаля Габасовна. На гитаре у нас играет Эдуард Крутов Робертович. Камалединов Равиль Раисович у нас играет на басу. И вот мы сейчас пока работаем с совершенно сумасшедшим барабанщиком. Это Александр Заялов. Вот, он нам пришел из группы уфимской «Икигай». Вот. Тоже очень... А есть в кругах вообще борьба за музыкантов? Ну, как сказать. Если хочешь, чтобы этот музыкант у тебя работал, надо ему заплатить. Вот. И как решается этот вопрос у вас? Ну, как... Ну, сейчас музыканты, они у нас, ребята бесплатно играют, которые со мной. За идею? За идею, да. А вот большинство людей просто нанимают. Ну, потому что хочешь хорошую музыку, заплати. Угу. А вы играете на концертах, может быть, я не знаю, в кафе, в ресторанах? Нет, не играем. У нас как бы сольный материал. А как вы делитесь своим творчеством? У вас гастроли? Ну, мы записываем треки, где-то выступаем. Ну, не скажу, что часто, но выступаем. Кто среди ваших поклонников? Какая возрастная категория? Ну, я скажу, наверное, от 25, скорее всего. От 25? Да. У нас такая музыка своеобразная, она такая тяжелая. Прям, как бы, не скажу, что я хвастаюсь, но мы немножко по-другому звучим. Очень напористо, очень так, очень серьезно. Вот. А что касается философии, то есть вы же своей музыкой, своими песнями делитесь со зрителями, со слушателями. То есть что хочется донести, что хочется в их сердцах перевернуть? Тексты у нашей группы, о чем мы поем, играем, они о взаимоотношениях между людьми, о событиях в республике, в мире, в стране. Как бы у нас нет песен про любовь. Песни о том, что нужно быть человеком, о ценностях, о системе ценностей, которая сейчас вот у нас, она как бы немного разваливается. И вот мы вот по этим вопросам поднимаем. А что касается молодежи, насколько они сегодня способны такую революцию в своей голове совершать, допустим, начинать играть, начинать петь? Ну, играть это дисциплина большая. Нельзя просто взять и научиться. Это нужно уделить время и довольно много времени. Хочешь играть очень хорошо, нужно уделить очень много времени. Да это в душе должно гореть, чтобы человек просто захотел, как в рупор, кому-то что-то крикнуть. И вот вы же общаетесь все равно с молодежью, со своими слушателями. Да. Насколько у них сегодня горит внутри? Не скажу, что очень, даже сказать как бы, по своим детям, как бы у них нет такого желания там учиться на музыкальных инструментах, хотя мне, конечно, очень бы хотелось этим заниматься, чтобы учить их. Вот. Ну, у молодежи в целом желания особого нет, потому что на это времени очень много уходит, и приходится как-то, может перегореть, и ребенок все равно заниматься не будет. А какую вы видите какую-то параллель? Ну, я уж все-таки буду говорить, башкирский рок и шоу-бизнес. Это что-то рядом или все-таки это разные пути? Я думаю, что это немного разные вещи, потому что шоу-бизнес – это какие-то вот наигранные какие-то, скажем так, постановочные пиар-акции какие-то. Я думаю, что башкирский рок и рок в целом этим страдать не должен. Они должны просто выражаться, выражать свою идею, свои мысли. Ну, этим они
заниматься прочими вещами не должны. Кого бы вы хотели пригласить на концерт, завершая нашу беседу? Всех, кому интересно, кому... Только ли кому интересно? Или все-таки, может быть, кто-то для себя откроет, что у нас есть шикарная башкирская рок-культура? Ну да, по идее, как бы, те, кто откроет для себя, как бы, ну, кто хочет. Ваши сказать. родители слушают ваши песни? Нет, к сожалению, они уже как бы давно уже ушли, и вот... А их ровесники? Ну, то есть я хочу сказать, что вот это возрастная ну категория. да, есть у меня родственники, которые говорят, что вот молодец, Самый занимаешься. какой-то комплимент необычный, лучший для вас? Самый комплимент. А ты что, рок-музыкант? Меня на работе спрашивают. Я говорю, ну да, это так вот. Я думаю, что вам очень просто будет это доказать, пригласив их на ваш концерт. Дорогие друзья, в нашей студии был Фанис Шарипов, руководитель рок-группы «Проект 102». Он действительно рок-музыкант, который будет выступать 28 ноября во Дворце борьбы на первом башкирском рок-концерте «Дервиш Рухы». Напомню, вход бесплатный в 18:00. Оставайтесь на БСТ.